Всем привет, с вами Smart Библиотека 203, и это наша постоянная рубрика «Встречаемся в Smart». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Павлов, мистер саксофон, мой очень хороший друг, уже родственник и коллега, постоянно вместе выступаем. Привет, Дима, как у тебя дела? Привет, хорошо, спасибо, что пригласил. Как настроение? Хорошее, отличное, весеннее. Здорово. Как тебе наша библиотека? Библиотека очень светлая, мне понравилось здесь с первых же секунд, как я вошел. Все так интересно, книжки всякие. Еще охранник еще что-то. Охранник сказал, это у вас автомат? На саксофон. Ну, сейчас немного информации для наших зрителей, читателей. Обязательно приобретайте читательские наши билеты. Внизу у нас дежурный библиотекарь сидит. Наш адрес Ларионова, 12А. Абонемент библиотеки сейчас работает в дистанционном режиме. Заказ книг и запись в читальный зал осуществляется через сайт централизованной библиотечной системы или по номеру 31 85 80. Курсы у нас уже проводятся, то есть можно приходить, записываться также по этому номеру на наши курсы, на наши концерты, мероприятия и так далее. Вся информация у нас на сайте, и в Инстаграме вы сможете увидеть и найти для себя что-то подходящее. Так, ну, раз уж мы в библиотеке, в первую очередь хочется поговорить о книгах. Читаешь ли ты, и назови последнюю книгу, которую ты прочитал? Я вообще никогда не читал книги, и не читаю, и не любил никогда читать, потому что когда я начинаю читать, я не могу поймать мысль о том, что я читаю. У меня все время голова думает о чем-то другом. Из-за этого я люблю подкасты слушать, подкасты, аудиокниги. Кстати, здесь есть аудиокниги. Да, на Литресе есть большая база данных аудиокниг. Приду как-нибудь. Мы тебя зарегистрируем. Да, в основном аудиокниги. Аудиокниги интересно слушать. То есть ты слухач во всех смыслах? Смыслах, так же, как и я. Когда учу мелодии, какие-нибудь песни, то я обязательно их очень много раз слушаю. На ноты я даже не смотрю. У меня никогда не было нот. Вот. Ну и, конечно же, о поэзии, потому что поэзия очень тесно связана с музыкой. Твое отношение к поэзии, твой любимый поэт, или же это может быть современный какой-то? Не зря здесь Виктор Цой, потому что я его считаю поэтом. Поэт, у него очень много очень хороших песен, стихов. И вообще его начал слушать с 3 лет. Музыку я начал любить вот именно с 3 лет. И именно с Цоя? Именно начал с Цоя, да. Цой, потом Добрынин, Лайма Вайкули, и так далее. Ясно. Так, ну и плавно переходя к теме музыки, как вообще ты пришел в музыку? В музыку? Повторюсь, что все пришло с Цоя, песни его бесконечные, играющие у меня в доме, в квартире. Соседи меня очень сильно за это не любили. Постоянно стучали в батареи или заходили даже, говорили, сделайте, пожалуйста, музыку потише. Потому что в то время меломанов было по городу много. Брат мой родной Руслан тоже меломан. Любил очень много слушать «Руки вверх», «Иванушки Интернешнл», и так далее. А я, когда их дома не было, когда я оставался дома один, я включал Цоя. Другие тоже любил слушать саксофон. Хотя я к саксофону пришел в 12 лет. А до 12 лет я слушал саксофон. Слушал Фауста Папетти, Кенни Джи. И что-то такое. Ну вот именно как ты пришел к занятиям музыкой, именно вот на профессиональную арену? Кому? Пришел к нам как-то в гости. Родители мои занимались шитьем, и к нам пришел в гости
композитор Марк Захаров. Вот. И он увидел тот момент, когда я вот именно пел Цоя, и он меня позвал, типа, сынок, подойди-ка сюда, и посмотрел на мои пальцы. На пальцы посмотрел и сказал, слушай, его надо отдать маме или папе, сказал, что его надо отдать в музыку. И меня отдали в детскую школу искусств. Номер один. Ярославского, да, номер один. И это, ну и там я начал петь в хоре мальчиков. Тогда он еще назывался президентский хор мальчиков под руководством Владимира Корякина Индигирского. Вот, за что ему большое спасибо, потому что он был одним из первых моих учителей. Ну и там я начал учиться музыке. А первый твой большой выход на сцену, с чем он был связан, и помнишь ли ты, скорее всего, помнишь, Да, я не сомневаюсь, что в ярких красках. Помню, первый мой выход на сцену, это было вот в той же школе, в детской школе искусств. Проходил джазовый фестиваль, то ли осенний, то ли весенний джаз. И играли там в основном эстрадники и так далее. И я вышел с саксофоном вот лет так в 13-14, наверное. 14, Что ты играл? Я играл мелодию Стива Вандера «I Just Call». Клевая вещь. Мы Да. постоянно ее играем, она у нас в репертуаре. Есть такая. Но я не знал, что именно ее ты играл. Да, вот ее начал, она была первая. И потом это все выросло в то, что у тебя был сольный концерт. Да, сольный концерт у меня был в театре оперы и балета, когда мне было 16 лет. Мне сказали, что это рекорд в те года. Это было 90... не помню, 2000 или что-то такое. У меня с математикой плохо. Ясно так. Ну и кто твой кумир? Вот чисто по саксофоновой такой теме. Кумир. Ну, когда ты уже становишься музыкантом, уже начинаешь играть очень много мелодий, у тебя пропадает, мне кажется, ну это мое мнение, пропадает вообще понятие кумир. То есть, но каждый раз я люблю слушать что-то новое, каких-то новых исполнителей, каких-то неизвестных исполнителей, хоть и они давно уже, например. Вот. А так, ну, кумиры у меня, конечно же, Цой, Битлы, Пресли. Ну, вот самые такие, которые я могу бесконечно слушать. Вот по саксофону именно. По саксофону? Да. Ну, вот как я до этого говорил, слушал Фауста Папетти, саксофонист. И можно сказать, он даже мой уже преподаватель, потому что, слушая его записи, я изучал какие-то эстрадные вещи. И Кенни Джи. Кенни Джи я очень много взял, скажем, всяких мелизмов. Мелизмов, да. Да, очень красиво. Вообще нужно сказать, что у Дмитрия Павлова одно из самых лучших звукоизвлечений на саксофоне. Мы в конце этого выпуска обязательно вместе сыграем. Вот. И вопрос такой уже о деятельности, которая происходит сейчас, ну вот в последние 10 лет, можно так сказать, во взрослой, так сказать, жизни. Сейчас мы поговорили о том, как ты начинал, и сейчас вот о настоящей работе, которая сейчас идет. Твое участие в группах, именно в живых рок-группах, там, джаз-бендах и так далее. Ну, во-первых, начнем с того, что все группы, которые здесь у нас в городе есть, это мои очень хорошие друзья, знакомые, и мне с ними всегда было очень приятно играть. То есть я никогда им не отказываю. Если у меня есть время, свободное времечко, я всегда захожу и даже иногда без приглашения, как татарин. И что-то такое происходит интересно. Ну, то есть ты сейчас участвуешь в сессионных каких-то моментах, то есть вот недавно мы с тобой работали у Байбала, да, вот в Доргон-Дайду. Да, ну, музыканты все друг друга знают, и какие-то у кого-то идеи происходят сделать сольный концерт или какие-нибудь фестивали, памятные вечера. И
Музыканты вообще очень дружные ребята. И всегда все друг друга мы все поддерживаем. Хотелось бы отметить тут участие Дмитрия в записях эстрадных наших якутских исполнителей. Я вот, допустим, еду в такси и слышу игру саксофона, и я сразу могу определить, допустим, что это твоя игра, потому что манера как бы сразу слышна. Вообще у музыканта должен быть свой почерк узнаваемый, и мне кажется, он уже у меня есть, потому что многие знакомые мои, услышав где-нибудь записи, они говорят: а, это же ты играл, это же ты играешь. И они правы, это я играю. Ты, скорее всего, не считал, сколько ты участвовал в записи? Нет, вообще И это все происходит очень быстро, мгновенно. То есть я прихожу на студию, раза два послушал, и сразу все, давай все запишем, все уже и начинаю что-то играть. Бывает так, что эти артисты начинают делать сольные концерты и просят, чтобы я повторил то, что я уже сыграл. И мне это нужно уже послушать. То есть учить то, что я уже сам себе и сыграл, то есть сам себе задачу ставишь. Это все происходит еще очень быстро, буквально за полчасика мы уже что-нибудь сделаем, что-нибудь запишем. Вот у музыкантов вообще обычно проблема такая бывает, да, что, ну вот мне, допустим, очень сложно выбрать любимую песню, поэтому назови 3 своих любимых композиции, не которые ты играешь, а которые тебе просто приятно слушать, не которые ты вот автоматически, бывает же такой музыкант, то что слушаешь и сразу разбираешь, он тут это сыграл, тут бас-гитара звучит, тут ударные, а именно вот песня просто вот шикарная и все. Слушай, тяжелый вопрос. У меня нет таких вот. Ну, мне нравятся мелодии, скажем, песни. Например, мне нравится одна песня Элвиса Пресли, Can't Help Falling in Love. И нравится Giant Melody. Ну, а так нет такого, чтобы прям, обязательно это надо песню послушать. Ну, я знаю, что у тебя есть любимые отрывки, Да? в композициях, прям, смотри, как здесь он сыграл, слушай, послушай. Вот. Ну, хотелось бы еще поговорить о праздниках, которые ты украшаешь, и я ни разу не слышал, что кто-то там остался недоволен, все просто в восторге. Может быть, сложный вопрос сейчас, может быть, мы его вырежем. Расскажи самый смешной момент из твоих миллионных многочисленных выступлений на корпоративах, свадьбах и юбилеях. Ну, мой самый смешной, это 9 мая мы все время с оркестром маршировали по площади Ленина. И был такой момент, что у меня не было черных брюк. Я одалживал брюки большого размера своего родного брата. И у него был такой ремень, ну не такой, конечно, а с кнопочкой здесь вот тычк, Сзади, и ну. она расстегивалась. Был момент такой, что я вот марширую, иду, играю. Мы играли какой-то марш, ну, мы очень много маршев мы играли там. И в какой-то момент я почувствовал, что у меня штаны немножко спадают, что ли, или что-то такое. И я вот саксофон держу в руках вот так вот. И незаметно, когда у меня там паузы, я незаметно решил вот так вот штаны немножко приподнять и нечаянно нажал на кнопку. А штаны были большого размера. У меня штаны так быш, и начали спадать. И Да. пришлось идти как-то вот ноги раздвинув, чтобы они у меня окончательно не спали. Да уж. Вот. Такой момент был смешной. Вот случайно кнопку нажал. Да? У меня тоже похожая была ситуация. Такое фиаско. Да. Играем биг-бенд, в общем, в одном небольшом заведении. Биг-бенд — это 20 с лишним человек, оркестр духовой. Мне очень тесно, я сижу там за клавишами. У меня здесь телефон в кармане, естественно, здесь в правом, да, правой рукой. И мы заканчиваем композицию, я что-то говорю в микрофон, что после перерыва начнем. Я встаю, и этот телефон задевает клавишу. И такой звук, тынь, такой, как правило, верхняя клавиша. Такой тынь. И потом коллега такой спрашивает:
зачем это ты сыграл в такой гробовой тишине? И просто вся публика, просто там смех такой был. Вот, тоже похожая ситуация. Так, ну и подводя итог теме о музыке, что для тебя значит музыка вообще? Ну вот вкратце, конечно, это очень глобальный вопрос. Ну вот так. Ну, для меня музыка это вот, я немножко, как сказать, свой весь мысли свои негативные, активные, веселые, все вот у меня вот, у людей же скапливается, и кто-то там бьет грушу, например, да, или кто-то бегает, у меня это все выходит через музыку. Я люблю ходить в караоке и там покричать, накричаться, всю свою вот эту вот вытащить. И в саксе тоже так же вот. То есть ты используешь свою негативную энергию и превращаешь ее в позитивную? Да, да, вот что-то такое. А бывает ли так, что ты позитивную энергию превращаешь Да, в еще более Всю позитивную? энергию я вот Любую. выплеснуть же надо. И у меня это все выплескивается вот через эту штуку. Ясно, спасибо. Ну и о хобби. Чем ты увлекаешься, кроме музыки? Чем я увлекаюсь? Да ничем. Не, ну я люблю рыбачить, охотиться. Это меня как-то немножко отвлекает от всего, что есть вокруг меня. Даже от музыки. Уезжаю на охоту на 2 недели и в скоротке сидишь, отдыхаешь, думаешь о чем, и тебя никто не ждет. И время останавливается. И время останавливается. Пусть весь мир подождет. Здорово. Это на самом деле это очень клево, потому что я сам тоже в свое школьное время очень любил лес. Медведи. Надо съездить, однако.